Так. Ага. Так. Почему-то у меня не показывается. А, У меня почему-то не показывается то, что звук игры есть. Ладно, не суть важна. Всем привет. Как ваше ничего? Я тоже рад вас видеть. Угу. Надо сначала еще в Дискорде всех оповестить. Угу. Я сегодня рано. Уйдешь или то, что ты сегодня рано пришел? Извиняюсь, если что, заранее я болею немного. Поэтому... Ох, ё-моё. Вот. Поэтому не сильно разочаровывайтесь то, что я кашляю. Рано пришел. Да нет, мы сейчас уже начнем, по сути. Да. Ну что, пойдем обуздавать новые миры? Я эту игрушку немножко поизучал, поэтому не так сложно будет разобраться. И поэтапно я вам буду объяснять, что как есть. Да, и все по сути. Это у нас что-то в виде жанра РПГ. Нет, не РПГ. Это что-то типа связано с Майнкрафтом и... как сказать? Типа того. Ну, в Майнкрафт и зомби-апокалипсис, так что цит. А это связано типа что-то между Майнкрафтом и такой, знаете, защитной обороной. Нам для начала надо поставить, получается, баннер. Так, нет, это слишком близко к водичке. Переместить баннер. Вот, я думаю, вот так хватит. Так, ой. Привет от танкиста, если еще не забыл меня. Здорово, не? Я даже не ожидал, что такой будет наплыв подписчиков, хотя я очень давно не стримил, вот прям максимально давно. От того, что я болею, вот из-за этого всего, короче, и полетела моя болезнь. Майнкрафт зомби-стратегия. Ну, типа, что-то того, типа... Тут надо свою деревню обосновать и... Так, тут надо что-то типа своей деревни обосновать и защищать ее оборону, но тупо закрыться полностью не получится, потому что твои подчиненные начнут думать, что мы в засаде или как там, в обороне. И поэтому надо нам защищаться и пожирать в 2 раза больше, это нам не катит. Ну, не стратегия, короче, Tower Defense какой-то получается. Tower Defense. Вот. Так. Зачем я построился именно около воды? Потому что здесь есть профессии, связанные с водой, как рыбак. И вот
Короче. Да. Срубись ты. Угу. Это уже нам не надо. Ну, поначалу сейчас никого не будет, потому что у нас ни одного колониста не имеется. Поэтому... Ё-моё, ты где? Вот. У нас ни одного колониста пока не имеется, и из-за этого так зомби активничать не будут. Да и вообще не будут, по сути. И нам будет легче, как бы... Сейчас, подождите. Так, я вернулся. Это онлайн или в одиночку, а то выглядит интересно. А в нее можно в онлайн играть, но если вы ее добавите типа в Steam как стороннюю игру и скачаете FTP, то в нее можно и онлайн играть. Тут можно типа несколько деревень сразу создавать. То есть у каждого человека своя оборона будет. И то есть вот так вот играть с несколькими людьми. Ну, я считаю это шикарным. А так, по сути, можно и в одиночку играть. Так, ага. Ох, ё-моё. Знаете, давайте я что подумал. Давайте нафиг где-нибудь чуть-чуть подальше обоснуемся. Просто неохота там много чего выкапывать придется, а это займет немалое время. Поэтому я думаю... Да, думаю, что где-то здесь вот мы с вами обоснуемся. То есть не около воды прям, но рядышком. Ну ё-моё. Так. Можно, в принципе, вот на той поляне. Она очень большая. И рядышком водичка есть. Хоть и в 2 уровня высоты, я так понял, или в 1. Реально очень похоже на Майнкрафт, но концепция игры совершенно другая. Вот это, кстати, реально подметил. Очень точно. То есть тут даже видно, что облака не такие вот, как в Майнкрафте, само солнце. Ой, чуть новую колонию не создал. Старый свет. Давайте назовем ее стрим Лония. Вот. Отсутствует стартовый пакет для колонии. Управлять колонией. Мы совершенно в другом месте, поэтому мы... Мяу. Мяу. Дурочка. Дай. Сейчас. Короче, да. У нас совершенно другая. Тут еще смотрите. Мы переходим, получается, на новую локацию, вот как в Майнкрафте, то есть новый биом. У нас деревня наша становится недоступной от того, что мы ушли очень далеко от своей деревни. Теперь ее придется и нам искать. Я даже знаю, как это проще сделать будет. По сути, я с самого начала хотел это сделать. Так. Угу. У меня появился наш видеоролик. Да, я парю. Фу, Андрей.
Блин, вот. Привет, о, Остап, здорово. Можно, в принципе, вот так вот попереносить наш баннер с вами. А, хотя, чем мы мучаемся? Мы можем его проще сломать. Удалить колонию, да. Колония удали. Команда на удаление не подтверждена. Игнорирую команду. Охуеть. Он команду игнорирует, охерел. Переместить баннер. То есть нам надо по зеленой хуйне. Да, извиняюсь за мат, ребят. Нам по зеленой области надо переносить баннер, чтобы его перетащить на другую локацию. Поэтому идем до того места, где мы хотели вот после всех этих обсуждений поставить. Я не знаю, я уже привык то, что Рустап, Рустер, у тебя, короче, несколько имен, поэтому все. Да. Так. Не, вот сюда вот куда-то поближе сделаем. Вот сюда вот, допустим. Чтобы в лес не уходила. Нам, по сути, можно еще ее поднять. Но нам, блин, когда расширяться, нам один хер придется все сносить. Но это сносить будем не мы. Я в этом даже почему-то уверен. Ох, е-мое. Да, я в этом максимально уверен. Ни хрена не видно, как и вам не кажется. Видео. Да ё-моё, меня сейчас опять терроризировать будешь, не надо. Так. Ну, по сути, здесь можно обосновать колонию. Пытаетесь понять смысл игры? Ну, сейчас мы потихоньку с вами будем так проходить ее. Ну как, тут ее невозможно, по сути, пройти, потому что это бесконечное все. То есть это как сам Майнкрафт. Пока не убьешь дракона, не пройдешь игру, а тут получается, пока не пройдешь все улучшения своей деревни, не пройдешь игру. А улучшений, поверьте мне, тут предостаточно. Чтобы пройти эту игру, потребуется не один стрим для нас. Так, это дерево все равно снесем, потому что оно около пределов. Ух ты, на телефон Блиц скачал. Ребят, те, кого интересует Блиц, ну, стримы по Блицу, я, если что, на Европе сейчас нахожусь, то есть на регионе Европы. То есть... если у вас тоже перенесен аккаунт на Европу, то мы можем с вами очень хорошо поиграть. Так, а теперь смотрите, ОМГС, скорее всего. СНГ, скорее всего. О, я там на Европе. Тоже на Европе. Так, у нас получается вот. Для чего я ставлю по углам доски? Чтобы обозначить территорию, какая она у нас на данный момент. Чтобы параллельно этому всему ставить забор. То есть, чтобы точно не ошибиться, мы будем ставить забор, и таким образом мы не ошибемся в своей точности по забору. И... я умничка. Я умничка. Так, тут я поставил. Да, все 4 поставил. Зомби здесь появляются после... больно. Не, я не буду обжирать наших колонистов, которых еще нету. Поэтому... извиняюсь за звуки в ВКонтакте.
Поэтому сейчас просто по-быстрому обустраиваем дом. Ой. Майнкрафт, что ты со мной делаешь? Обустраиваем заборчик. Ну, чтоб так, знаете, обороняться. И по факту мы будем строить забор не закрытым, потому что, ну, тупо обороняться нам стенами закрываться нету смысла, потому что, ну, во-первых, цель игры надо именно сделать защиту базы, чтобы я еще научился играть в Minecraft на Java серверах. А смысла закрываться полностью нет, потому что они у нас начнут жрать. Вот всего у нас еды справа сверху есть, то есть 60. И если у нас будет как бы стоять чисто пустая оборона, вот закрытые стены, у нас колонисты начнут жрать в 2 раза больше, думая, что мы в обороне стоим. И что все, криндец нам, мы не выживем все. Зачем мы живем? И такое происходить будет очень часто, если закрыть все-таки забор. Досок не хватило. Тот скриншот, кстати, который я в Дискорде отправлял, это вот как раз таки с пробной версии, когда я только пробовал играть. То есть вот таких вот высот я добился. Я, то есть, чтобы начать стрим с вами вести по этой игрушке, я немножко с ней ознакомился. Бедные колонисты. В натуре, если закроемся полностью, то они реально будут бедными, потому что пожирать в 2 раза больше еды, чем ты собираешь, это будет очень и очень обидно. Но ничего страшного. А еще я люблю вот так вот делать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Запомнили, да? Можно сделать большую территорию, а внутри много-много ферм, чтобы мог прокормить двойной опрос. Смотри. Двойной опрос. Сейчас, подождите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот. Двойной спрос, типа вот очень-очень много ферм, да. Вот если вот покрыть, вот попытаться. У нас каждый раз, то есть, если даже у нас и будет очень много ферм, на эти фермы нужен колонист. Чем больше колонистов, тем больше они пожирают еды. То есть, надеюсь, я саму суть передал, вот как работает у них спрос на еду. Поэтому мы немножко схитрим. Я хочу вообще такую, знаете, супер-мега обустройку базы построить. То есть тут будут такие, так сказать, подземные. Вот, то есть, допустим, мы сделаем с вами несколько ферм ягодных полей. Под ними потом будут уходить ягодные поля еще ниже, ниже, ниже. То есть и вот так вот мы будем увеличивать колонию для ферм. И вот. Чтобы у нас зомби так просто не прорвались сюда, мы выстроим вот такую вот незамудренную штучку. То есть вот. Потом берем с вами дерево. У нас, так сказать, первоначальный сбор идет. Ой. Вот, по сути, наша территория, которая вся зеленая светится. Но вот это вот не входит в нашу территорию, поэтому мы просто, знаете, что делаем? Берем, освещаем факелами.
Тут тоже мы не забываем освещать, потому что, ну блин, в темноте играть это такое себе, знаете, развлечение. Как-то не очень охота. То есть сама игрушка очень неплохая. То есть развлечься тут можно по-настоящему очень хорошо. А если у вас работает еще и мышление, вот обустройка вот этого вот всего, то есть... Ну, воображение, да, то есть осознание того, как лучше проще будет защитить свою деревню. Если у вас вот это работает, эта игрушка очень будет по нраву вам. И поэтому, даже если захотите скачать, то не смею задерживать. Я даже наоборот буду рад, что кому-то такая суть игры понравилась. Смотрите, что мы с вами для начала сделаем. Вот у нас получается только еда есть из ягодных полей, остальное у нас закрыто. Также у нас есть лен, цветы. Нет, она у нас закрыта. Лес. Так, советую, знаете еще что сделать? Так, давайте сначала узнаем, во сколько вообще нам обходится лес, то есть высотой блоков во сколько. Так, это в ширину 99. Нам надо узнать, во сколько нам обойдется сам лес. То есть вот 10 на 10 у нас лес получается будет. Это временный лес. Ой, е-мое. Вот, еду мы поставим 6 штук. Думаю, в самый раз. 6 на 8 будет идеально, я считаю. Вот 6 на 8 штуки, даже не 6, а 4 поставим. Фермы. Так, вот, это у нас получается ферма ягод. Это у нас лес, получается, будет тут расти. И чтобы у нас колонисты начали появляться, ребятушки, нам надо им такой барак соорудить. Раз, два, три, четыре. Ну, не обязательно, конечно, бараки им сооружать. Просто куда культурная деревня будет, так скажем. Еще как бы не взялся какой-нибудь колонист за лес. Потому что нам лес на данный момент хоть и нужен, но не так сильно, поэтому нафиг не будем мучиться и просто 5 колонистов попробуем призвать. Если у нас получится, будет вообще шик. То есть берем так вот. Будет жить в уюте. Уютная кровать для уютного колониста. Так, смотрите, но прежде чем создавать колонистов, вот мы сейчас вот заранее все сделаем. Охрана вот. Начинаем. И нам нужна еще дневная охрана. Потому что зомби не сразу сгорают на рассвете дня. На рассвете, просто рассвете. Они не сразу сгорают, поэтому проще будет вот так вот сделать, чтобы колонисты сразу появились. У нас 4 колониста новых будут, я так понял. Досок нам не хватило. Ай, как так-то? Должно хватить. Вот, 3. Вот, у нас получается есть 4 работы для 4 этих колонистов. Еще 4 работы, точнее. Мы, по сути, что делаем? Мы делаем так. И вот так вот. По факту, вербовка 9 колонистов должна пройти успешно. У нас еще 50... Ё-моё, как у нас еда-то падает сразу резко. 51.
А, ну, пока еще не резко упала. Всего-то 9 еды сожрала. И вроде как сейчас не появится зомби, потому что уже рассвет. А мы призвали колонистов на рассвете. Во, работы пошли. Как у деревьев, у леса, так и у ягодного поля. То есть они высаживают такие ягодки, ух, ё-моё. Мне кажется, что с определенным ресурс-паком, модами и плагинами можно сделать такое же в майне. А, смотри. Я очень долго искал похожий мод на майн, но я его так и не смог найти. Даш, дай под мой, пожалуйста. Спасибо. Вот, я определенно искал, чтобы такие же колонии создавать, чтобы также защищаться, то есть я их не смог найти. И вот, нам еще надо вот это вот в 3 экземплярах. Я умный, умнейший человек на свете, потому что мы не создали... Вот ящики нужны типа для того, чтобы они могли перетаскивать свои вещи. Чисто вот у них вот свой склад есть, а у нас есть с ними совмещенный склад, но у них типа не такой, как у нас. То есть мы можем просто сразу брать. То есть не подходить к сундуку, там к этому ящику. У нас просто сразу на ящику открывается инвентарь. И просто мы также складываем. А им, чтобы забрать что-то из склада, надо вот сюда подойти. Кстати, если вдруг захочешь, могу посоветовать одну игрушку постримить. Undertale я не видел стрима с этой игрой, я бы с радостью посмотрел на такой стрим. Слушай, можно. Можно, в принципе, я даже в нее ни разу не играл. Так даже, скорее всего, интереснее будет. То есть меня что-то пытались научить сделать с ней, но я все равно не понял так и суть игры. Поэтому... Очки колонии. Нам надо, получается, что? Сюда поставить тоже. Чтобы вот на эти магазинчики колонисты не ходили работать, их надо... Вот колония, менеджер jobs. И, то есть продавец продуктового магазина. Нам надо убрать это на минус. И тогда у нас не будут запрашивать колонистов 3 для вот этих вот работ. То есть типа продуктовые магазины. Некоторые могут подумать, что вот дневные стражи куда бесполезнее вот ночных. Так, погодите. Один колонист. А где остальные 2? О, еще один. Ты... Братан, ты в курсе, что ты очень далеко от своей работы находишься? Не, с самой игрой не надо помогать. Я чисто так, знаешь, для себя попробую как-то ее пройти. Вот. Теперь нам... постараюсь, точнее, ее как-то более или менее пройти. Так, теперь нам что, нужно... Раз, два, три, 4, да? Нам нужно узнать определенные границы наших работ. То есть раз, два, три, 4. Ой, я умный. 3, 4. Вот. И то есть мы сейчас идем. Вот. Нет. То есть... Вот. Что мы сейчас с вами делаем? Мы вырываем, то есть подкоп вот тут вот делаем вот так, ну, по квадрату, по прямоугольнику, параллелограмму. И делаем подземную ферму ягод, дополнительную ферму. То есть мы вот так вот будем возвышать нашу деревню по еде. Ночные стражники должны справиться, по сути, когда наплыв зомби пойдет, но мы будем параллельно наблюдать за этим всем, как они отбиваются. Все.
по факту все. А, неправильная трава какая-то. То есть будут потом рабочие у нас появляться, то есть наука, вот. Тут мы будем колонизация позволяет построить стартовый комплект колонии. То есть вот копателя нам надо будет и для рабочих, и надо будет это. Потом мы их как бы можно им давать задачу, чтобы они ломали определенную область. Не, хоть и болею, но я собрался стримить с вами, ребят. То есть для вас стрим проводить. Через месяц? Не, какой месяц? Ты гонишь? То есть я знаю, что я так раньше говорил, но, блин, тут так обстоятельства складываются. Я иногда забываю, иногда я просто сегодня проснулся в 5 часов дня. То есть по московскому это получается в 4. Я в 4 по МСК проснулся и написал в беседу, что вот стрим настолько начинается, потому что я забыл про стрим. Я вообще днем хотел его начать стримить, но так как я уснул опять. Я утром уснул, потом думал то, что проснулся в 12, в итоге я спал. И вот. Поэтому, не, через месяц никакой. Гонишь. Да, у нас вон опять начали поджирать нашу еду, то есть было 59, стало 48 по сути. Они поджирают еду опять потихоньку за свою работу. То, что они работают, они едят. Если они не работают, они все равно едят. Хорошо, будем ждать тебя. Угу. Я так думаю, надо оставшиеся предметы убрать, которые есть. У нас 8 факелов осталось, это не есть гуд. О, как раз пришло время понаблюдать за ночными стражниками. Они же сейчас туда, да, пойдут? А, то есть вас не смущает, что у вас кормильня здесь? О. А, у вас там кормильня есть. Вы чё, ребят? Поугарать решили? Чем клянешься, что будет чаще стримить? Можно, в принципе, Дашу заставить меня посылать стримить. Она это умеет делать. Да? Ну вот, она сказала да. Так, ну чё, первая ночь колонистов получается. Сейчас просто будем смотреть, как они будут отбиваться. Угу. У нас снарядов, кстати, ребят, очень-очень мало. 100 снарядов это капец как мало. Я когда в прошлый раз играл в одиночку, то есть, когда это... ну вот, знакомился с самой игрой. У вас тоже, да, мелькает, я так заметил. О. Первый зомби появился. Схожесть на колониста есть. Только вот глаза белющие. То есть даже... Ё-моё, я думал, меня кто-то ударил. Здесь светятся глаза в лунную ночь. О, появился. Черт морской. О, еще идут. Что-то их довольно много на сегодняшнюю ночь. Ну, 4, 5. А окоп, ты имеешь в виду сделать вокруг базы окоп или на входе окоп? Типа можно, знаете, что сделать? Можно сделать тут окоп, такой лабиринт. Но проблема в том, что по этому лабиринту, когда они будут идти, они будут, то есть, чисто толпой ходить. А нам
для вот этого количества колонистов не очень нужна толпа. Нам на данный момент пока что нужно сделать такой простенький вход, чтобы два могли в одного зарядить, и он сразу бы откинулся. Так что окоп пока это не вариант, потому что, ну, подхода к нашей деревне опять же и нету. То есть тут надо хотя бы какой-то один подход сделать, чтобы зомби могли а-ля добраться до нашего баннера. И вот. И чтобы это было возможно, и чтобы колонисты не начали жрать все подряд, все, что видят. Поэтому, ну, пока они справляются, по сути. Можно дальше продолжить делать подземную ферму ягод. Или колонисты могут туда провалиться. А колонисты, они дальше своих работ не уходят. Они работа, спать, поесть, работа, спать. То есть вот, как запрограммированные роботы или люди. Вот я что заметил, вот у меня мелькает постоянно ПК. Точнее, ну, не ПК, а игра сама. То есть, это лично у меня проблема, потому что я ни у одного человека не видел. То есть, даже у моего друга, который эту же игру скачал, я у него не видел, что она у него мелькала. У меня, скорее всего, хрен знает, из-за чего она мелькает. Я посмотрю там, что по видеокарте у меня, может, что-то с видеохой случилось. Либо же надо просто почистить сам ПК из-за этого. Кто, если что, знает, то скажите кто-нибудь. Алло, помогите. Ну, вот. Да. Так, довольно темно стало, поэтому я вот так сделаю. Видишь, колонисты не могут провалиться от того, что реально вот. Они вот можем даже понаблюдать. Вот. Сейчас ночные уйдут вот эти вот два. Ну, дневные, кстати, они очень полезные. Потому что ночные уходят, и зомби остаются, и они могут пробраться в деревню. Из-за этого дневные и хороши с собой. То есть сейчас рассвет пройдет вот сюда куда-то. И было близко. И ночные колонисты пойдут спать. Тем временем... Ой, ё-моё. Тем временем они пойдут либо на склад, ну то есть вот этот склад, либо жрать. Скорее всего, есть пойдут. Даже не скорее всего, так и будет. Потому что они перед каждой своей сменой, они идут кушать. Или после своей смены. Так. Ну блин, а смысл я начинаю стрим, если люди уходят? Интересная загадка. Ну типа, блин, реально, сейчас на стриме 0 игроков. Ой, 0 человек. Может быть, я что-то неправильно делаю, контент какой-то. Ну, блин, не знаю. Просто, допустим, один человек есть на просмотре. Это хоть что-то. То есть, по сути, для меня это хоть что-то уже хорошее. Хоть кто-то наблюдает. Так. Вот. Колонисты пошли жрать и спать. Почему они ходят до баннера, я так и не понял, кстати. Очень сложная проблема. Для колонистов, видимо. Вот, спать ушел. И тут тоже почему-то только не на свою кровать. Ну, еда у нас потихоньку накапливается, пока мы там с нашей ямой выгребной стараемся разобраться по максимуму. То есть я даже вот так вот сделаю, просто зажму мышь и буду вперед идти. У меня уже глаза болят.
От того, что вот так все время копается однотипно. И... ну хоть ты и здесь. Просто реально заметил, что много людей ушло. То есть было 4, стало 1. Вот оно самое обидное. Начинаешь стримы делать людям. Что-то не заходит, они уходят куда-то. И по сути я потом сижу один на стриме весь стрим. Сижу на стриме один. Хоть кто-то поддерживает мое творчество. Если его можно таковым назвать. То есть, да, игрушка сама по себе очень, кстати, интересна, особенно если разобраться в ней. То есть, правильные махинации делать, вот эта вот вся шняга. Я знаю, что нам надо. Нам нужно верстак. Нет. Нет. Медные детали. Вот нам они нужны. Чтобы создать научную лабораторию. И верстак, медные инструменты. Охереть, у нас 2 медных инструмента осталось. По сути, по факту, факту. Мы будем делать так вот. АСМР, да, Даш? Так. Вибрируй. Не издевайся над котом. Курама тоже хочет посмотреть. Да? Он дохлый. Так, мы, получается, сделали еще 2 новые работы для колонистов. Вот они сейчас подойдут. Вот они. О, идут. Нам надо выставить приоритеты для... Так, дрова нам пока на данный момент не нужны. Нам нужно приоритеты выставить на запас снарядов. Ай, блядь. Ты чё? Как он кусается, пидор маленький, лежал спокойно и кусил. Вот так вот, Даш. Издеваться над котами. Так, это нам не особо нужно, получается. Доски пока тоже не особо, их, если что, сами можем сделать. По сути, по факту, все, я то, что нужно, выставил. Чего делаешь? У тебя волос торчит. У тебя, блядь, волос дыбом стоит. Так, сборщик воды нам не нужен. Льняной фермер. Отблокировать льняного фермера нужно для производства ткани. Предоставляет 100 семян льна. Можно, в принципе, ну, воду. Сборщик воды нам как раз таки нужен был. Ай. У нас вода как бы по сути есть. Поэтому льняной... Куда он собрался так? И я. Мне кажется, кто уходит, потому что игра не очень заинтересовала. Скоро буду, хорошо. Укуси его в ответ и не будь терпилой, поняла? Тебе тут это... Роустап. Рустер, короче, ты у меня будешь. Все, ничего не знаю. Тебе Рустер тут сказал, укуси его в ответ, не будь терпилой. Я лучше потерплю. Терпила? Он меня съест. Опять на склад пошел, и сейчас пойдет сюда. Ни хрена ты паркурист. Смотри. Так. Вот, улегся.
Я тут, кстати, подумал, нахер нам в 3 блока вырывать, если им достаточно и 2 блоков на саму ферму. То есть они сами в 2 блока. По факту, по сути, можно им 2 блока делать, а потом мы уже будем с помощью кое-каких колонистов делать вот такие вот ямы, чтобы делать дальше продолжительность ферм. Хорошо. Какой лукавый. Да, сам ты лукавый, понял, да? Я просто не понимаю, как читается твой ник. Хика, я здесь. Здорово, Хика, снова вывернулся. Да ну не надо кусать. Да меня-то зачем кусать? Кураму кусай. Он волосатый. А я чё? Да. Сейчас будет мышка трястись. Даш, не надо, пожалуйста. Тебе что, скучно стало? Да. Почему тебе скучно становится тогда, когда я стримлю? Действительно. Ты все это время сидишь в тики-токе, тебе не должно быть скучно. Мне можно. От чего? Логично. Так, мы по сути сделали ферму для наших колонистов. Что? Да, сейчас сильно с оформлением не будем заморачиваться, потому что это очень-очень долго будет. А ну гвоздей. Короче. Еще в чем прикол, тут надо следить за медью. А чтобы за медью следить, нам нужны колонисты для шахты. Так что получается у нас вербовать до заполнения, да? Самый в чем прикол, нам сейчас придется медь добывать вручную, чтобы сделать гвозди, чтобы сделать потом кровати. Так, на секундочку. Сейчас я подойду. Я не ухожу. Шок-контент Даша решила съесть у меня. Да, она еще там поедала. Так. К. Я хочу кое-что найти. А, Ты сегодня весь день сидела, Даш, в компе. Я обиделась. Ой, тетя. Обиженка. Так, что хотел? Я не знаю, как мне не стыдно, она сама начинает махаться. Так, ага. Я не нашел то, что я хотел. Да, все. Я не нашел то, что я хотел. Поэтому сейчас мы идем с вами создавать шахту вот в этом углу. Да. То есть мы ее сейчас будем рыть до конца. А тут конец не очень близко.
Надо хотя бы до первого камня дойти. Там уже и будет. А вот насчет Казани, кстати, я вот что-то это сам не знаю. Я сейчас по факту пойду работать. Буду работать, работать, работать. И, скорее всего, я не могу точно обещать. Годик подождать придется точно. Вот так как-то. Не, в принципе, я могу человечка попросить меня в Казань отвезти. Есть какая-то машина, кое-какая. Но не факт, что он согласится, да и это. Там за бензин надо, все дела. Не, ну типа можно в этом году, точнее в следующем уже году, где-то летом. Я могу собраться, поехать, только вот. Вот. Типа в следующем году собраться поехать летом в Казань. Поэтому просто ожидайте. Я надеюсь, кстати, ребят, музыку слышно на заднем плане. А, кстати, есть еще одна игрушка, которую бы я хотел с вами постримить, поиграть. Да, это правда. Извиняй, Даша, но это правда. Всё равно. Развод какой? А, ну, по сути, да, я еще с Дэном хотел встретиться там, в Казани. Вот, но не факт, что когда я приеду в Казань, он будет свободен. Я, по сути, хотел в Казань приехать на день. Ну или... Да, скорее всего, даже на день. Да, на заднем плане все это время была музыка. Или не слышно ее. Прислушайся немножечко. Зайди на свой стрим, послушай. Даш, послушай, там на заднем плане есть музыка? Я услышал, что нету. Да. И зачем я музыку тогда включал? Хрен меня пойми. Так, 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 так. Угу. О, кстати, у нас 1000 почти очков скоро. Через 90 очков. И скоро можно улучшение, как раз таки, которое я в самом начале говорил про улучшение. Их можно будет уже начать выполнять. Вот как раз таки улучшение проходит за эти самые очки. То есть можно улучшать
вместимость этих очков, можно улучшать ну вот у нас, то есть максимум сейчас 25 колонистов. А можно увеличивать объем колонистов, то есть было 25, станет сколько-то там, и вот так все больше и больше. И вот таким макаром можно пройти игру. То есть собрав все улучшения на максимум. То есть даже сейчас покажу. Вот эти вот все улучшения. То есть 35 уровней, 25, 27, 14. Безопасная зона вокруг баня. На 30 блоков. По сути. А для перфекциониста в каком смысле? Если ты про шахту, то она 10 на 10. Так что не надо. То есть я даже смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10. Да. Стены. Почему? Что со стенами не так? А, я опять мелькнула. Ну что с ним не так? А, типа вот это вот. Ну типа, блин, я пытаюсь вам как-то более или менее объяснить саму суть игры, чтобы, скорее всего... Я хочу сначала такие простенькие стены поставить, потом мы будем улучшать саму деревню. И стены, разумеется, тоже. Так что можете не расстраиваться. Стены будут куда более лучшими. Пока что так на первое время. Стены в яме, типа вот эти вот. Не, ну... Ой, ё-моё. Типа, если хочешь, вот так вот сделаю. А, вот эти стены. Дошло до меня. Капец. Я, по сути, чтоб ты понимал, сейчас я вам покажу кое-что. Вот, мой мир, который я прошлый играл. О, здорово. Вот мой прошлый мир. Вот как раз таки отсюда я и брал скриншот. То есть здесь я, то есть только знакомился с игрой. Ну, то есть тут колонисты. Вся вот эта фигча. Тут водичка. Вот. Тут получается... ну да, Divine PvP был. Такой в Discord сервере. Вот, тут ягодные поля, но тут я не начал делать вниз, потому что, ну, пока смысла нет, да и еды у меня тут полно. Получается, чё? Тут у нас пшеничные 4 поля и одно ячмечное поле, вот это вроде как. Не помню. И это льняное поле. То есть вот тут я уже стены поставил деревянные, тут пшеничных полей просто очень много. 4 вроде поля. 6. Я даже сам не помню сколько. Вот, то есть я потихоньку, помаленьку устраиваю тут порядок. Получается, скажем так. Тут у меня
куровед, ну, курятники, короче, и пчеловодство. Вот. Я там даже был. Ого. Вот, это у нас получается лес. Ты там был? Помню, ты делал Discord серый Divine PvP, я там даже был. Хорош. Я уже просто не помню. Вот. Шахта как выглядит. Ну, стены шахты. Как ты говоришь. Вот. То есть это медь, это у нас глина. О, тут работа завершилась. Конструкция. Область копания. Тут дохера золота я заметил. То есть я беру вот так вот. Да. То есть берешь такой, оп, падаешь вниз. Ну не разбивайся, не стоит. Потом берешь такой, ставишь такой колониста. Ага, ага, ага. А как они потом сюда заберутся? Самое смешное, что я решил сделать. С Дивайном PvP ничего не случилось, просто у меня немножечко, скажем так, пропал интерес к майну. Вот из-за этого. То есть берем такие, ставим им тут приоритет. Меняем вот сюда шкафчик. И все, они тут начнут сами раскопки делать. То есть сами раскопки начинаются делаться снизу. Сейчас колонист придет. Что по обороне? По обороне у нас, помню, один из первых твоих стримов по Майнкрафту со мной к тебе на канал пришел Dark Снюс. У тебя случайно нигде не осталось его контактов. А в Дискорде у нас он есть, имеется. То есть, что у нас, ребят, по обороне, как видите, то, что все стены закрыты. А то, что от того, что я придумал просто суперскую оборону. То есть мы идем наверх. О, колонисты спускаются. Ё-моё, как вас так много. Это, скорее всего, ночные... Да, это ночные. Ема, вас тут, оказывается, много. Так, ну вот здесь у них, получается, кровати. Здесь у них еда. И вот все остальное, то, что нужно. То есть у нас тут идет оборона, то есть за пределами территории. То есть они как бы... Зомби поднимаются вот по этим вот... по этим ступенькам. Скажем так. Они поднимаются, типа, вот давайте так даже и сделаем, чтобы им было удобнее. Они поднимаются вот по этим ступенькам. О! Во-во-во-во-во. На. Отдыхай. И как бы вот. Ночью она очень классно выглядит, когда идет обстрел кучи зомби. Очки колонии, чем мы тут? Размер области копания 2500 блоков сделаем. То есть я это, получается, могу сделать немножечко больше, чем я думал. Удалить область. Конструкция, область копания. Вот так вот сделаем. Дальше область копания.
потому что можем себе позволить. Все. Можно, в принципе, начать. Можно, в принципе, продолжим здесь, если у вас есть желание именно вот на такой вот деревне продолжать. О, облачко. Можно, в принципе, продолжить именно здесь, ну, стримить. А можно вернуться на ту нашу основную деревню, где мы и начинали. Ну-ка, как вам идея? Тут остаться или на ту основную вернуться, где мы только начинали с вами знакомиться с игрой? Я даже хочу посмотреть. О, да. Вот, я вот это очень хотел знать, они так лягут или нет. Он лег. Молодец, и он тоже лег. Ух ты, а сколько тут много. На основную? Ладно. Кстати, сколько здесь колонистов только стоят на обороне. То есть, если подзапариться, можно даже лучше, чем у меня вот первая моя игра вышла. То есть, это не сразу делается насчет фермы, поэтому надо немножечко потерпеть таким перфекционистом. Я тоже перфекционист, но я люблю все идеально, но когда сам делаю, чтобы это достичь, надо еще постараться это сделать. То есть, ну, блин, прикинь, ты выкапываешь один слой, и после этого заставляешь это блоком. И так вот дольше пройдет. Проще сейчас будет сделать саму ферму, где будут добываться медь, вся вот эта вот стальная фиговина. И потом уже обустраивать потихоньку, когда сама игра даст нам понять, что колонисты пока могут сами себя обеспечивать. Вот до этого момента мы пока помогаем, работаем, вот вся вот эта фигня. Кирпич среди камней. Я это знаю, я просто немножко ложанул, извините. Ну, блин, мне кажется, будет куда неприятнее, если я, допустим, вот такой вот поставлю. Поэтому лучше, мне кажется, вот такой вот поставить, да? То есть будешь смотреть такой, о, зеленая точка, зеленый блок. Ну это да, смешно. Откуда здесь появилась трава? Ну давай тогда так, чтоб твой внутренний перфекционист не умер. Еще жертв мне не хватало на стримах. Самое будет капец какое страшное именно на данный момент. Это увидеть в чате, что колониста убили. Значит, либо прорвали оборону, то, что их толпой пришло. Нахер я на всякий случай проверю. Да, либо прорвали оборону, либо житель умер от депрессии, а если точнее от голода. От голода еще страшнее осознавать, что у вас еды, оказывается, нет. Тык. Угу. Господи, я уже устал копать. Ну-ка, надо посмотреть, они там...
Самое чё, собака смешное. Для этого нужны медные гвозди. Для всего. Медные детали, медные гвозди. Ай, опять кусаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, больно. Вот. А для гвоздей нужны шахтеры. А для шахтеров нужна медь. И вот мы зашли какой-то в такой себе тупик по развитию, поэтому сейчас будем исправлять. Пойдешь в баню топить? М? И даже такая, избавиться от меня хочешь, да? Сколько ты сидишь за мной? Ты чё, сзади меня сидишь? Я не знаю, типа, блин, я извиняюсь за то, что я пропадал, ну, стримы пропадали, у меня просто некие такие, знаете, болевые моменты случались, то, что я болел, я иногда даже двигаться не мог. То есть, я и все еще болею, но уже полегче немножко. Да и тогда, когда я обещал целую неделю стримов, вот тогда вот я и заболел. Перед самими... Короче, перед стримами я заболел. Самими стримами. Во. Корабли лавировали. Да, отстаньте со своими лавировали. Еще и улыбится. Курва. У нас же есть расческа. Ну, блин, купили Даше перчатку, расческу для курвы, да? Даш? Более года. Ну, типа, имеешь в виду более года А, ты имеешь в виду за моим каналом наблюдаешь? 23 июня 2021 года. Человек за мной наблюдает с 23 июня 2021 года, Даш. Ты представь. Это тогда, когда я начал полномасштабно стримы делать. Куровчик кайфует. Ага, а я уж вижу. Ты как лапы сложил. Ну, блин, видишь, я с того момента думал то, что прошла неделя. Всего неделя, думал, прошла. А на итоге уже год прошел. А я так и не стал популярным. Ну, блин, чтобы стать популярным, надо часто, вот так максимально стримить. Да и не только на YouTube. Я хочу параллельно на YouTube и на Твиче стримить. Только вот как? Еще просто видосы надо записывать. Ну да. Тоже верно. Кстати, твоим подписчикам привет. Угу. Чего? Что это сейчас было? Да, это кто хочешь. Шо? Я... Сука, пиздану тебя. Не кусайся. Я... Не грызи ногти. Даш, понял? Не грызи ногти. Я тут почему? Не знаю. Я не грыз ногти. Да, почему нельзя тебя с этой стороны погладить? Типа можно... Ну, типа, да, что-то типа того хочу попробовать, типа, стрим-площадку как Twitch. Ну, там же, типа, считай, народу очень много. Прям дофига почему-то народу. Вот так, один. Какие волосы. Поэтому попробовать стоит. Я вообще, Андрей, на тебя жалуюсь. В суд. За что? Зачем мою резинку порвал? А, ну...
У меня есть друзья, они не Гарри. Twitch хорошая площадка. Блин, я зачитался чат и сломал вот это. Твой внутренний перфекционист снова ликует, да, то, что не кирпичи поставил. Twitch очень неплохая. Она очень хорошая, я заметил, что там просмотров набирается у людей. Люди сами приходят на стримы. То есть, раньше, когда я делал рассылки, то есть, также в Кристалликсе я в майне делал рассылки на свой стрим. То есть, кидал всем свой канал, оповещал всех в чате. Вот такая вот фигня. И только так я смог набрать такую аудиторию, которая сейчас у меня. А там, получается, люди сами приходят, заходят на стрим, если им понравился контент, они сами подписываются, фоловятся, и вот. А на ютубе это происходит не очень часто. Был момент, вроде один, единственный, когда ко мне человек зашел, совершенно незнакомый, который решил так заглянуть на стрим. И в итоге остался у нас на канале. Я не помню уже этого человека. Я не вижу, что тут Даша делает. Я О. беру печеньки. Оставь печеньки на месте. Я с тобой. Заберу тогда альбом. Мой альбом? Мой. А, я для тебя его, да, покупал? Да. Ладно. Я не говорю, что она плохая. Мне наоборот самому нравится эта площадка. Платформа для стриминга. О, неужели? О, медь. Можно в принципе, знаете... О, еще медь. Можно в принципе от двух рабочих вот... Хотя нет, не двух. Можно с одной фермы. Вот с этой вот двух. С одной фермы. Одной из двух. Ферм, короче, закинуть на шахту. То есть пока отсюда поудалять вот эти вот да нет, не хочу ничего сделать с баннером. Можно пока поубирать фермы. Вот, у нас один безработный имеется. Мы берем вот так вот кровать. Колонистов 12. Так. Вот сюда вот ставим. Только пусть он не упадет. О, Димон, здорово. Так. Это что такое? Это игрушка, которую я решил показать вам, которую я сам только недавно увидел. Я видел, как какой-то человек ее это снимал. Решил, мне тоже, может быть, получится вот что-то типа такого. Недавно познакомился вот вчера с этой игрой, и по сути она мне зашла, и я решил вам ее показать. Я думал, то, что она мне не сразу зайдет, поэтому... поэтому я решил познакомиться с ней поближе, так сказать. И в итоге она мне зашла, и вот. Тут Хико и Рустапу. Господи, дай я прочитаю твой ник. Рустрап. Господи, что за ник, а, Рустрап? Вот, и Рустрапу, скорее всего, она тоже понравилась, но не говори за них, просто ощущение складывается, что именно игрушка понравилась, или же они чисто со мной пообщаться сюда зашли. Сам-то как? Как у тебя дела, Димон? Давно, кстати, тебя не было. Я в шоке был с того, что Хика самый первый, кто написал в Дискорде, и самый первый, кто зашел на стримец. Рустам. Господи.
Ну да, я, считай, болел. Тогда, когда я обещал недельные стримы. Кстати, я хочу замутить стримы. Ну там, знаете, целую неделю стримить. То есть, ну, перерывы делать на покушать, на поспать. И, то есть, имеется в виду не заканчивать стрим, а именно стримить без перерывов целую неделю. Как вам такая идея? Я тогда просто жил фнафами. Ну, я тоже раньше жил фнафами. Помню Виндяя. Так, нам нужна шо? Шахта. Нам нужен шахтер. Нам нужен. Классная идея. Ну, знаешь, я очень хорошие идеи преподаю. Так. Это что у нас такое? Типа... Что-то ступеньки. Что это? Четверть серого блока. Ладно, не факт, не соль нужна. Нам бы сейчас сделать дорожку для колониста, который у нас в шахте собирается работать. А у меня брат в лифте застрял только что. У тебя брат застрял в лифте, а ты решил зайти на мой стрим. Немножечко смешно и глупо получается смеяться над таким. Его только что вытащили. Не, ребят, это очень плохо смеяться над такими вещами. А еще я понял, что у меня очень-очень мало ящиков для... Вот для вас. У вас надо стырить ящик с похавкой. Пока у нас тут будет работать один шахтер. Вот. Колония. Менеджер Jobs. Я думал, ты такой, типа, это знаешь. Это ставишь блоки по диагонали и на них эти ступеньки. А! Охренеть ты, Рустер. Умничка. Охренеть ты, Рустер, умничка. Тьфу ты, Хика. Хика, точно. Хотя бы не надоедает. Я извиняюсь, да, я уже забыл, как стримить, ребят. Я уже все забыл. Даже внимательность свою забыл. Хика. О, он у нас пошел медь относить, и у нас тут как тут появляется медь. Ей! Ура! Я просрал всю медь опять! Извиняйся на коленях. Не, это уже перебор. Мне нужна... Мне нужен шкаф, ящик. Вот сюда на всякий... Нет. Им нужно вот сюда поставить, чтобы они... Ты относить пойдешь, нет? Майк Жуковский. Так. Даша, образуем его. Даша, тут сказали образумить меня. Образуйся. Ну так. Короче, буду тебя по имени называть, Рустам. Смотри. Раз у тебя твой личный перфекционист ликует от красивых таких, знаешь, масштабов. Ты куда пошел? Понимаю. Твою кровать, да, братан, заняли. Раз у тебя так сильно ликует твой внутренний перфекционист, сделаем вот так вот.
Спасибо, Андрюша. Сделаем для тебя по красоте эту шахту. Я тут новый стиль, видишь, ведь для тебя сделал. Придумал для тебя новый стиль. Надеюсь, он тебе понравится. Хотя, скорее всего, так шизофрения образуется. Вот. Это ночной пращик. Ты охерел? Пошел вон отсюда. У тебя кровать там. Братан, чтобы у тебя кровать не стырили, вот сюда ее поставим. Ух ты, ё-моё, чуть не упал. Чтобы было Рустаму приятно заходить в шахту. Блин, я тут кое-что забыл. У нас, оказывается, звуки игры есть. Представляете? Громкость факела нафиг. Звуки такие так-то прикольно сделаны, знаете, как типа под древнюю какую-то там, не знаю, 18 век. Сама игра по виду древняя. Типа, ну, про древность хрен знает. Хм. Так, кстати, ребята, если вы же хотите со мной поиграть в эту же игрушку, только вот... Ты чего? На меня так смотришь. По локальной сети, то вам надо будет меня... Или же вы мне просто скинете свои стимы, я вас добавлю в стиме. Вы поставите эту игрушку себе как... Это... Ну, стороннюю игру. Скачайте FTP. Ну, специальную хрень для игры по локальной сети. Я вас буду приглашать в игру. И тогда мы сможем с вами потом махаться этими деревнями. И у кого круче база получится, тот и выиграл. Просто так. Выиграл просто так. Не на что. Пока что. Я думаю, здесь просто вот так вот блок поставить. Ну, потому что если мы сейчас вот этот и этот блок тут заделаем, то... Он... Вот этот блок центральный будет не виден. Сейчас Рустам, наверное. Я опять забыл, извини. Да, Рустам. Такой мой внутренний перфекционист из-за тебя умер. От того, что ты не сделал по центру. Вообще-то да. В смысле вообще-то да. Ну, ладно. Так и быть. Решил просто не писать. Ну ничего страшного.
У нас опять колонисты начали поджирать. Причем не слабо так. У нас ягоды хера, еды ни хера. В чем проблема? Верстак у нас есть? Нет вообще? Есть. Нахера я второй создал? Я в душе не чаю. О! Льняная ферма закончена. Портной. У нас уже 1000 очков. Чё с вами тут? О! Мультибосс, блин, называется. Ух ты, они добираются уже до первой? Слушайте. А это не есть гуд. А это не есть гуд. Вот другое дело. Слушайте, они до сюда аж добираются уже. Надо побыстрее с шахты заканчивать и начинать уже оборону строить. Потому что это трындец. Я с шахтой очень-очень сильно задержался. То есть, да даже не с шахтой. Я профукал медь. От этого я и начал просирать сейчас то, что они начали к нам ближе подходить. Максимум колонистов. Давайте улучшим лучшее количество очков набираемых. Теперь у нас не 1000 будут набираться очков, а 3000. Типа, смотри, в поле, ну, типа, смотри, я бы тоже офигел работать вот в таком поле, когда на тебя светит солнце, и питаться одними ягодами. Но некоторые же ягоды освежают. Ну, не факт того, что вот эти ягоды их освежают. Это ой, какой большой не факт. У нас, кстати, дерево очень прилично вот из-за этого. Раз, два, три, 4, 5. Нам надо будет 6 вниз копать. Потом на 6-ю внизу сделать яму. Выкопать, точнее, туда заставить грязью и посадить снова деревья. Ну, новую работу лесоруба, чтобы вот так вот поле не заполнять деревьями. Типа, я бы тоже офигел от того, что работа... О, сборщик воды улучшен. Усвоен, точнее. Усвоен. О, хлебная продукция. И рыбалка. Он уже что-то изучает. Ты что там изучаешь? Хлебную продукцию решил поизучать. Так. Что это значит у нас? Как без мяса жить? Ну, типа мясо, рыба. Все. Это ваш деликатес. Кстати, вы заметили, что в самой игре нету NPC, так сказать, как в Майнкрафте. То есть коровы, скелеты, там, визоры. Тут игра это простенькая, потому что... Ну как простенькая? Тут свои сложности имеются, чем то, что надо отстраивать так, чтобы было не только красиво, еще и чтобы было офигеть как мощно. Продукция завершена. Слушай, ты как-то очень быстро ее завершаешь. Курятник завершен. Завершено? Курятник? Ты что, угораешь? Надо 250 очков опыта. Ура, вернулся. А сама игра, по сути, себе не очень сложная и не очень легкая. Ну так, знаете, среднячок. А я еще знаю, почему у нас так много зомбаков пошло на таком этапе. Потому что я поверил, короче, в себя, и я поставил очень много... Ну, точнее, много зомбаков поставил вместо нормально. Ну, типа, блядь... Ой, извиняюсь. Ну, типа...
мало, если поставить зомбаков, их вообще может быть за ночь придет всего еды 6. Ты чё это, Вы это чё, ребят, устроили-то? Мне тут голодовку решили устроить. Ребят, не надо. Они реально голодовку решили устроить или чешо? Кстати, тебе тут не хватает ящика, я заметил. А вам меди, опять же. Ты работаешь или отлыниваешь? Работаешь. Да кого тут надо? Так, извиняюсь, мне позвонили. Так, во. А это подруга у Даши. Пишет, чтобы ее встретили. Даша. Сейчас, ребят, погодите 5 сек. Так, я вернулся, извиняюсь за то, что я отходил. Тут просто нас позвали куда-то. Ой. Я знаю, чем это закончится, если я угол не поставлю, да? Рустам. Я знаю, чем это закончится. Это закончится истерикой, что лютый перфекционист умер. Все, доволен? Я тут хочу кое-какую шнягу проделать. По стенкам. Вот так вот пройтись. Сейчас, погодите, тут надо прослушать кое-что. Есть игра, похожая на эту, другая графика, но суть примерно та же. Управлять поселением из нескольких колонистов, следить за ресурсами, изучать новые технологии. Ну, видишь, похожих очень много.
Ну, типа, если не сложно, напиши мне в ВК и название этой игры. Я посмотрю, может быть, и ее еще постримим. И прикинь, сейчас Катя такая, да нет, еще пока. Но она насчет тортика спрашивала, будем или нет. Будем? Даш? Давай, попробуем. А что будет, если я угадаю? Рустам, я понял тебя. Дебил, блин. Я не знаю. У этого смысла... Ну как, то, что этих смайликов ты отправил, у них очень много смыслов, но мне почему-то пришел только один. Не, какое оскорбление. Сейчас заяву, скажи, напишу. А, просто видишь, гребаный ВК дал мне понять, что у таких смайликов есть несколько. Плотная работа по сбору бананов. Серьезно? Seriously? Да так, немножечко некорректное кое-что. Так, ох, ё-моё, куда я так полетел? Кое-что не очень хорошее. Понял, немножечко. Если по чесноку говорить. У меня колонисты что, сами себе решили голодовку устроить? Ну, я вспомнил просто мем с бананом и хомяком. А этот мем отсылался на кое-что другое. Это так типа мою внимательность пытались проверить? Или что? Я сейчас с ума так с вами сойду, ребят. Сейчас, ребят, подождите 5 сек. Тут надо ответить.
Я тут снова с вами. Крекеры пытаются у тебя скоммуниздить. Я надеюсь, все поняли про мем с хомяком и бананом. И тут Рустам кайфанул от того, что блоки идеально просто друг под друга подстраиваются. Он такой, все. Она немножко занята, она рисует сейчас, а ее лучше не отвлекать, когда она рисует. Ну, тут тебе предложили угадать, что означают тут смайлики. Слух Андрей прочитал. Ну да. Ну нет, типа, что ты бы увидела там? Тоже мем с хомяком вспоминается. Такс. Господи. А тут, кстати, маленькая проблема. А хотя не, даже лучше получилось, чем надо. По красоте. Ну, не знаю, как Рустама, ой. А мне в кайф. Все, Рустам, все. Сделали шахту тебе, как для перфекциониста. Доволен? Хотя даже я доволен. Ну что ж, вы прошли проверку, вы чересчур озабочены. Ну да. Да. Есть такое. Ну шо, Рустам, отвечай, как тебе шахта перфекциониста? Можно даже, знаешь, что сделать? Я себе же опять работы тут даю до хера и больше. Создаю себе больше проблем. Так, это надо убрать. О, господи. Оп.
Да, можно в это по сети поиграть. Можно. Я не игнорю, просто я тут немножко сосредоточен. Вот. Что-то типа вот этого можно было создать. Чтоб все ископаемые только были видны. Ну и типа вот. Так сказать, как-то своеобразный интерьерчик получился. То есть, по сути, здесь должны были соединяться вот как вот эти вот. Но из-за того, что здесь медь и остальные ресурсы, их решили вот так вот сделать. То есть это должна была сюда идти еще. Блин, подожди, я запутался. Раз, два. Все, я понял. А на телефоне так можно? В эту игру на телефоне нет, нельзя, на чисто ПК. Ну, не знаю, может быть, скорее всего, что-то ты да найдешь. Ладно, ребят, это... Я думаю, на этой шахте мы сегодня с вами остановимся. Завтра, скорее всего... Даже не скорее всего, я обещаю. Клянусь, что завтра будет стрим. Продолжение будет завтра. Вы можете мне, в принципе, в Дискорде покидать какие-то свои идеи, что на эту базу можно будет поставить. Что в этой базе можно построить, как что обустроить, что построить. Вот. Можно, в принципе, опять вот такую же вверх поставить башню вокруг баннера. И также защитку сделать по 4 сторонам. Как я недавно показывал вам первую свою базу, которую я строил, когда знакомился с игрой. Вот. А пока до скорой встречи, ребят. До завтра, так сказать. Будем... Я увидел, что ты там написал. Будем завтра тогда с вами уже продолжать стримить на этом мире. Поэтому всем пока-пока. Я же говорю, ребят, если что, Дискорд есть у нас. Там можете покидать мне свои идеи, что можно будет построить. Постараюсь выполнить то, что вы попросите, если это адекватная будет просьба. Ну, там не как любители Майнкрафта любят строить. Поэтому всем пока-пока.